люди думают, очень многие люди думают о том, что есть зоны обитаемости, то есть зоны, где в принципе может существовать жизнь. Если есть океан, могут плавать рыбы, есть бактерии, скорее всего, есть кислород. Вот люди думают, что это возможно, и что там можно искать какую-то примитивную хотя бы жизнь. И вот первое, что люди выделяют, это вот зеленая зона, зоны обитаемости, где может жить что-то живое. И вот вы видите, планета С в этой зоне, а планета Б, она в зоне, где вода не может сама существовать в жидком виде, воды нет, и, значит, едва ли может существовать жизнь типа нашей. Вот это вот было сказано, и вот здесь для сравнения показано, что происходит в Солнечной системе. Здесь в Солнечной системе, вы видите, Меркурий находится в зоне, где жизнь невозможна, Солнце слишком близко, Венера на границе, она очень горячая, а вот Земля и до Марса – это зона, где в принципе может существовать вода. И вы все знаете, что воду ищут, находят там под почвой на Марсе. Все это стоит достаточно дорого, но на поверхности воды нет. Вот это вот грандиозная вещь, и все это люди узнали за несколько последних лет. Ну и вот я вам показываю вообще удивительную систему. Это система Кеплер-90, и вы видите, сколько планет видят люди там. Первое, ну, в зависимости, когда назвали Б, С, Д, это как открывали Е, Ф, Ж, H, вы видите, сколько планет, и вот это вот совсем больше, а вот наша Солнечная система. И видите, наша Солнечная система, ну, даже имеет меньше планет, чем это Кеплер-90. И это вот опять то, что люди нашли, и, конечно, теперь люди будут этот Кеплер-90 исследовать, будут смотреть, может, там хотя бы слабенькое радиоизлучение оттуда есть, может, там телевизионная станция работает, люди будут все абсолютно исследовать, делать, пытаться понять, если там кто-то подобный нашим. И вот таких систем Кеплер открыл 8 штук. Это вообще, ну, ни одного, ни одной системы не было, теперь громадное дело. А вот как еще одна, это уже не Кеплер открыл, другим методом, вот есть Тропист-1, такая система. И вот эту систему здесь человек, ну, по заданию НАСА, у них есть большое количество художников, которые рисуют и показывают, что что-то, ну, широкой публике, что там интересного. Вот они показывают, что вот здесь, вы видите, может существовать только лед. Вы видите, вот здесь, в этой зоне. В этой вот зоне капельки, здесь жидкая вода, а вот здесь уже вода не может существовать. И вот как эти планеты здесь есть. И я знаю несколько человек сейчас в Соединенных Штатах, которые занимаются только тем, что готовят новые инструменты, обдумывают новые идеи, как увидеть, если там кислород, как увидеть, если пары воды. Потому что у всех элементов есть свои спектральные линии, и люди, если создать специальный прибор, что-то можно увидеть. И есть громадный интерес всего человечества, может быть, где-то есть разумные существа, вот посмотреть на эти существа, посмотреть, как все там развивается. И вот что произошло, как я вам говорю, лет за 20 последних, что произошло. Википедия каждый месяц печатает в своей статье, исправляет, сколько есть подтвержденных планет, экзопланет, планет у других звезд. И вот вы видите, сейчас их 3798 экзопланет. А планетные системы, где больше одной звезды, имеется, значит, 2800, всего, в общем, систем 2841, а в 633 имеется более одной планеты. Это не значит, что там ну, всего по одной, ну, там, по две планеты, например, просто мы другие еще не можем увидеть. Они маленькие или слабо светятся, или еще что-то. Вот вы видите это. А всего, и это просто уже сегодня для фантастов, полное количество экзопланет, Кеплер видел только очень близкую зону к нам, примерно 5-10 световых лет. А наша галактика, ее размер 30 тысяч световых лет, 100 тысяч световых лет. И вот в этой зоне, в 100 тысячах световых лет,
люди оценивают, что существует примерно 100 миллиардов планет. Из них от 5 до 20 миллиардов, возможно, являются подобными Земле, где могут быть, а дальше уже вопрос, если там есть вода, если там есть кислород, там начинается уже жизнь бактерий, а дальше что эти бактерии сделают, как будет все, как они будут превращаться и в растения, и эволюционировать в растения, и в различные животные, это очень интересно. И я уже говорил, что готовятся к запуску новые спутники. Это вот, я этим сам не занимаюсь, но мне кажется, что это гигантский прорыв, сравнимый в области астрономии только с нашим пониманием всей Вселенной. Какая вся наша Вселенная, и это удивительно, потому что наша Вселенная оказывается бесконечно простой. С одной стороны, она содержит темную энергию, темное вещество, и никто не знает, что это такое. А вот все остальное, все параметры, они сейчас измеряются с очень большой точностью. Но перед этим я еще хочу сказать про то, что я слышал от своего деда. Мой дед Абдурахман лет в 15 его взяли в большой караван, татары из северо-пензенской губернии, которые поехали через Оренбург в казахские степи менять их продукцию. Они, значит, там сделали мастерские и шили разные куртки, пальто, сапоги и, значит, везли казахам продавать. А за это казахи им давали в обмен, видимо, был бартер, я никогда не интересовался финансовыми вопросами тогда, был. Вот, и деда взяли, и они поехали. И он рассказывал мне, когда ему было уже 84 года, перед его смертью, а я вернулся как раз после первых результатов, после посадки нашего спутника на Венеру. И вот он меня все спрашивал не о том, как я живу в Москве, что я делаю, а о том, что же там на Венере, что это Чулпан там делает. Я ему объяснял. А потом он мне сказал, что самое большое впечатление от поездки в Оренбург у него осталось и в Казахстан, это было летнее небо. И больше всего на него произвело впечатление, и он сказал: звезда Тимур Казак Йолдызы. И вот я стоял напротив него, и, конечно, что такое Тимур Казак Йолдызы, я не знал. И я спросил своего дяди, а почему эту звезду так называют? И он мне сказал: да это же очень просто, это, говорит, такой железный кол, который забит, а все звезды, как табун лошадей, бегают вокруг этого кола. И вот я вам показываю, это сейчас стандартная вещь на всех, вот, когда астрономы читают лекции в американских университетах для широкой публики. Они обычно показывают эту картинку. Это вы ставите любую камеру, даже свой iPhone, и делаете выдержку, например, 20 минут, и направляете на полярную звезду. И вот все звезды, вот эта полярная звезда, Малой Медведицы, вы все, конечно, знаете, она показывает там направление на север, и все звезды вращаются вокруг нее, и это вот видно здесь по длине этих штрихов, их следов, которые оставили эти звезды на дисплее, что это примерно 20 минут. Моя оценка, я пытался сам оценить, что это, видимо, 20 минут. И вот вы видите, каждая звезда, и вот такая картинка получается вокруг. И представьте себе, это вот лошади бегут вокруг, они привязаны, и все, каждый на своем расстоянии, бежит вокруг своего. И я очень пожалел тогда, что в детстве, в 6-7 классе я читал, и очень мне нравилось, это Куца была книга в Советском Союзе, издана, переводы на русский язык, упрощенные «Легенды и мифы Древней Греции». И там было написано про каждую, вот есть Кассиопея, я очень люблю такая, знаете, на небе есть созвездие, как буква W. И вот, мне очень нравится Кассиопея, там еще много интересного, замечательная сверхновая, с ядерными гамма-линиями оттуда излучает и так далее. Но вот эта Кассиопея, про нее история, как эта Кассиопея попала на небо и почему, и что она делала, как она жила. Вот почему нет
книжек для наших детей, где было бы написано про Тимир Казак-Елбасы, как вот к этим названиям звезд подходили наши предки, у которых была совершенно другая жизнь, и которые совершенно, всю историю видели абсолютно иначе. Это тоже очень интересно, мне кажется. Вот. И, конечно, очень большое впечатление мне в течение многих лет, когда я защитил докторскую диссертацию, я был совсем молодой, мне очень часто звонили из, в общем, люди, которые организовывали лекции в разных республиках. И они говорили мне: Рашид, вот такой-то космонавт летит в Узбекистан. Мы вот тебе дадим все и дадим 6 часов в Ташкенте увидеть маму с папой. Вот давай лети. И я, естественно, соглашался и пару раз в год летал таким образом в Ташкент, но расплата была очень тяжелая, потому что меня обычно собирали там партийный актив какой-нибудь Ферганской области, я должен был читать лекцию про какую-нибудь астрономию, после меня выходил космонавт и говорил: небо это так красиво, и весь зал хлопал ему 2 часа, и на этом дело кончалось, мы летели в другую область. Это я очень эти лекции запомнил. Но зато было здорово, и мы много раз были в Самарканде, и я помню разговоры с академиком Щегловым, директором астрономического института в Ташкенте, как только русская армия в 1865 году генерал Черняев взял Ташкент, то через 2 месяца там была организована уже астрономическая обсерватория, потому что надо было в Лондоне выставлять карту, что это уже русская территория, они вот делали всю привязку к точным координатам. Без звезд это сделать трудно. И после этого дела капитан Вяткин нашел, откопал вот этот вот замечательный инструмент, гигантский сектант Улугбека. Это было здание высотой 30 метров и диаметром 46 метров, и оно вмещало вот специальный угломер, который проверял, там была сверху дырочка, свет от звезды, когда она проходила мимо, падал вот сюда, и можно было пометить, какие точные координаты, во сколько пришло это. Это вот был уникальный инструмент, который сделал Улугбек, внук Тамерлана. В действительности было много ученых, которые работали вокруг Улугбека. Улугбека убил его собственный сын, потому что он не занимался государством. Значит, потом во время войны вскрыли его могилу, действительно видно, как у него шейные позвонки рассечены саблей. Так вот, он построил это, и Кушче, Али Кушче, который закончил эту работу, он сделал лучший в мире тогда каталог звезд, 1000 звезд с их точным положением на небе, с их яркостью. На Западе очень широко использовали эту вещь. Это было сделано, сейчас я покажу вам, это было сделано, кончил Али Кушче свою работу в 1437 году. Это вот был Гурганский Зидж, каталог звездного неба. Я видел копию издания, сделанное Яном Гевелием на деньги Рима, так, примерно в 1500 году. И хочу вам сказать, что вот это вот Али Кушче и другие, они померили продолжительность звездного года, вот она здесь есть, с точностью 58 секунд. Мне довелось быть на даче папы Григория в Риме. Вот папа Грегори был тот человек, который ввел григорианский календарь, по которому мы живем. До этого, Россия, Русская Православная Церковь, Греческая Церковь, они используют юлианский календарь, календарь времени Древнего Рима, где продолжительность года другая, неправильная. А вот Грегори, он взял практически то время, которое нашла обсерватория Улугбека в Самарканде. Вот видите, здесь есть и 97 високосных лет на 400 лет, високосных лет каждые 400 лет. Это вот делается поправка каждый раз. В общем, достаточно интересная вещь. Это вот как нашли, вы видите, какое было здание, и куски мрамора от этого секстанта, который был высотой почти 40 метров, они находили в разных зданиях
Самарканда люди находили просто в стенах вбитые. Ну, как вы видели, наверное, могильные камни, вот в Булгаре на церкви стоят могильные булгарские камни. Люди использовали старое как строительный материал.